Пора бы запустить программу «Мифы о белорусах». Белорусы совершенно нетолерантная нация. Вот я ж в 21 году выпускаю сольник, который называется «Я остаюсь», а в 22-м уезжаю. И говорила географица: Беларусь — это центр Европы. Болезненный центр Европы. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і намацаваць, прабачце, мы сёння будзем с... мяне просто вымагае троху так жартаўліва гэта ўсё падводзіць, таму што у гасцях у нас сёння стендап-комік Зміцер Нарышкін. Прывітанне. Прывітанне. Павітаўся так, каб типа там адбіць ахоту казаць, што мы тут зараз будзем весяліцца. Дарэчы, можна я адразу удакладню? Я сказаў Зміцер, але у Фейсбуку ты падпісаны Дзіма Нарышкін. І можа быць для цябе гэта важна, таму што у мяне у эфіры і на запісы таксама быў Александр Гойшык, вядомы наш вандроўнік, якога я назваў Алесь, а ён сказаў: не, Александр, Алесь гэта іншае імя. Я, правда, не разумею, чаму гэта іншае імя. Ну вот ён так бачыць. Можа быць, і для цябе мае значэнне? Да нет, в Фейсбуку я Дима или Дмитр. Дима. В Инстаграме Димитер. Сейчас ехал к вам в такси, у меня там вообще записано Змитер. Вот, и мы с таксистом разговорились про наши белорусские имена и про то, что Яуген — это всегда из Беларуси. Вот, поэтому нормально, как угодно. Главное, фамилию не коверкать и лайном не называть, и все. Запомните, самое галоўнае, что вот для нашего гостя ўсё ж таки по жыцці. Ты мне ведаеш, Зміцер, скажи мне, ласка, а ці было у цябе хоць раз такое у жыцці, некалі, вот, калі ты там вяртаешся пасля цяжкай стендап-камічнай працы? Да. Вот, до хаты. Сразу да. Сразу. Очень тяжелое. Не, но сапраўды, насамрэч, хтосьці можа гэта ўспрымаць на там, што выйшаў там на сцэне, что-то там языком патрыпаў, пахадзіў з мікрафонам. Насамрэч, я просто ведаю трошачку, што такое праца на сцэне, музыкантаў, артыстаў, выступоўцаў, там прэзентантаў і гэтак далей. Гэта сапраўды даволі цяжкая праца, асабліва калі ў цябе тур, гастролі, ты пастаянна ў раз'ездах з самалёта, з там цягніка і адразу на сцэну, потым пераспаў у гатэлі і ноч і зноўку ў дарогу. Сапраўды это вельмі складана. Але я да іншага. Вот вярнуўся ты да хаты, там, я не ведаю, там ці ў цябе гастролі былі, ці проста выступ, ці там рэпетыцыя, ці яшчэ дзе-нибудь па справах хадзіў, сеў такі, выдохнуў, паглядзеў на небо, может, там где-нибудь там... Интересный дом, когда можно на небо... Ну, может быть, там у тебя дом, ведаешь, там где-нибудь на природе, там летище, там яшчэ что-нибудь, фазенда. Сеў на ганочку, так у крэсла-качалка, пледиком ноги прикрыў, наліў сабе соточку коньячку хорошего и такі: отдай-ка я, Зміцер Нарышкін, поразважаю зараз про идею, про нашу, про белорусскую. Конечно, так все и происходит примерно. Осталось просто свою большую такую фазенду, чтобы еще небо в зорочку было. Вот. Да не, мне кажется, в принципе, стендап-комики, которые достаточно давно занимаются стендапом, так или иначе копают как внутрь себя, так и ищут какие-то ответы на глобальные вопросы. Конечно, я думаю на какие-то такие вопросы глобального характера и про белорусскую идею. И я последних 3 недели думаю, не переставая, про белорусскую неделю, потому что мы с тобой начали списываться, ты меня позвал, я переносил это все, нашу встречу. И у меня было время постоянно об этом думать. Типа в поезде едешь, в поезде, в польском, вот, в быстром вот этом пендалино,
который несется. Вот. Смотришь, какие красивые поля, такие ровные. Вот сейчас убирают урожай, листва меняет цвет. И, конечно же, думаешь о нашей великой белорусской идеи. Адразу прыгадываецца Рыгор Астапені, які там закидывае про великий беларускі народ, але ну мае права і маем дзесьці правду. Слухай, що ж таки, хоць мы говорим про нейкія такія глобальныя рэчы, але не трэба адрывацца ад актуальнасці, каб паказаць, што мы актуальна записываем гэтую праграму, хоць і ў запісы, але вось буквально на днях выйшла праграма с Уладзімірам Мацкевічам у нас, якая пачалася са слоў яго: да хопіць ужо займацца гэтай дурнотай і шукаць нейкую нацыянальную ідэю. Можа і правы філосаф, методолог? Ну, то, о чем я думал, я очень как бы близок к его идее. Только у меня еще все проще. Я зараз не про ідэю, а про сам працэс вось гэтых пошукаў, намацванняў, размоваў. Прости, сколько ты этим уже занимаешься? С 18-го года. Вот. И если я не ошибаюсь, есть книга прям. Ну, целых 3. 3, прости, пожалуйста. Прости. Я просто вижу в Фейсбуке, но типа юмористически я никогда не заходил в эту тему, вот, и только вот последних 3 недели ты меня ну вот, 3 книги, 3 недели. Я могу уже типа озвучить, как я это вижу, да? Ну, у прынцыпе можаш, конечно. Що ж, ну, мы тады будем тут спрабаваць больш пашырана разважаць на того, хорошо, что... Хорошо. Да. Я думаю, белорусская национальная идея заключается в том, что в ее отсутствии. Ну, не надо пытаться найти очень четкую одну жесткую мысль, которая бы понравилась всем. Но она не может понравиться всем белорусам, потому что идея — это не доллар. Вот. Но только доллар может впечатлить белоруса. И то с курсом, который сейчас сделал Трамп, как бы, ну, не очень впечатляет. Все больше заглядываешься на евро. Вот. Поэтому отсутствие идеи. И я пошел в этом направлении и начал туда копать, в отсутствие идеи. И пришел в том, что белорусская идея — это пустота. Просто пустота, она есть во всем, даже в нашем сегодняшнем разговоре. И то, каким закончится наш разговор, то, как мы его наполним. Правильно? То же самое, я думаю, что белорусская идея в ее отсутствии, в ее пустоте, и каждый белорус, он же как сосуд, он просто наполняется чем-то своим. Просто, возможно, нам надо найти вектора наполнения для белорусов, но они как будто уже давно сформулированы исторически. Наверное, первое, чем наполняется белорус, это выжить. Ну, прям... Я считаю, что если бы проводилась Олимпиада по выживанию, белорусы бы были абсолютными чемпионами. Если вот взять всю историю Беларуси и что происходит с белорусами там по сегодняшний день, чемпионы по выживанию. Просто мне нравится мысль о том, что это пустота, потому что можно разобрать различные процессы, которые сейчас происходят. Там, например, где этот паспорт Новой Беларуси? Это же, ну, некая сейчас пустота. Его выдают, вот, выпускают политзаключенных, они, я видел, вот, получают, но а дальше куда это пошло? И это надо наполнять. Слухай, ну, добра. Глядзі, тэзіс пра тое, што адной вялікай нацыянальнай ідэі на ўсё беларускае там грамадства, нацыю, там народ, каму што бліжэй, яна не можа быць адной, што можа быць іх некалькі паралельна, а то і увогуле нейкае наша бачанне будучыні складаецца з такіх безлічу цаглінак нацыянальных ідэй. Але заўсёды шла размова, што ну пэўныя там групы насельніцтва, у іх такое бачанне, у гэтай групы такое бачанне, тут нейкае партыйнае, тут нейкае такое, я не ведаю, там іншае. А ты пайшоў далей, ты лічыш, што у кожнага канкрэтнага індывідуума
гэта свая вот это вот заготовка, сосуд для наполнения национальной пустой сосуд. Каждый же просто в течение своей жизни чем-то наполняется. Ты наполнен поиском идеи национальной. Сподіваюсь, не только. Ну, понятно, но я имею в виду как одно из. У кого-то абы была шкварка и чарка. У кого-то поехать реализоваться и стать ученым и так далее и тому подобное. Тут просто можем в серьезное копать, а можем пойти в юмористическое направление. На ваш выбор, Змитер. Ну, можно и то, и другое. Давай мы спочатку, может быть, у сур'ёзнае, а потом ты меня скируешься одно на... Я загляну в Филадельфию. Да. Глядзі, ўсё ж таки, калі мы... Я не супраць, і цалкам такое можа быць, што кожны сам вось свой пусты сасуд прадугледжаны там Богом, Аллахам, там Будай і яшчэ кім-нибудь для напаўнення всех зацепім. Да, нацыянальнай ідэі. Ну, у нас же ж как бы здаўна лічыцца, што мы вельмі такія толерантныя людзі, у нас розныя рэлігіі. Беларусы толерантныя? Но вообще пора бы запустить программу «Мифы о белорусах». Белорусы совершенно нетолерантная нация. Это просто какой-то... Ну чакай, а як же ж вот это вот рассказы про тое, что вось табе город старадаўні, вось табе пляц, з аднаго боку касцёл, з другога царква, з трэцяга мечеть, з чацвёртага сінагога. І нормально ўсё там сустракаюцца, па чарке разам вып'юць. Ну да. Ну, если кто-то выпивает по чарке, то да, он уже больше союзник. Ты как бы... Ну, я образно сказал, к тому, что как бы не бягуть кожную неделю с костела, там, с этого самого, с церквы, палить синагогу, там, и ась мечети, и костел. Ну, было такое время, но я бы не сказал... Ну, в Беларуси не особо, скажем так. Я бы не сказал, что белорусы прям за последние, там... Я не живу, конечно, 100 лет, ну ладно, возьмем моих 39, что это прям... То есть ты не горец, не? Я? Белорусский. Да, видел еще времена, когда мамонты в Беларуси бегали из варяг в греки. Змитер, давай... Ты вот, блин, так и спрабуешь мяне некуды там у бок от сур'ёзных темаў адхіліць. Слухай, ну... Я разумею, что можа і гэта выдатнае такое бачанне, што ў кожнага сваё там і сваё бачанне, і сваё разуменне, і свая нацыянальная ідэя, але калі мы разважаем пра пабудову, ну, нейкага нечага сваё, там, сваёй Беларусі, там, будучыні, гаворым пра нейкую там Беларусь нашай мары, то бок, а як так тады, калі ў кожнага сваё, ну, нацыянальная ж ідэя, гэта, ну, нейкае бачанне, як мы хочам куды прыйсці, нейкі свет у канцы туннеля, образна кажучы, а калі у кожнага свой, то што мы можам зрабіць супольнага? Это так... Мне немного странно, именно мне, я про себя сугубо говорю, рассуждать, какая может быть в перспективе Беларусь, находясь в Польше, уже пошел 4-й год, и мои какие-то внутренние, наверное, это и отзывается у большинства людей. Я, могу ошибаться. Мне как-то внутренний, как заплатить ЗУС, ПИТ, ВАТ-9М, аренду квартиры. У кого-то есть дети, отправить их, еще заработать денег, чтобы более дороже там найти частную школу, отложить на то, пойти, не пойти в ипотеку. Потому что, у меня сейчас такая достаточно... мысль о том, что люди, которые сейчас берут в Польше ипотеку, в преддверии того, что может начаться глобальная Третья мировая, это расточительство. Сейчас как будто нужен там дом на колесах, яхта, чтобы уплыть на какой-то остров. Поэтому мне как-то стало сложно рассуждать, какая может быть Беларусь будущего. Я вижу проблему в том, что сейчас есть Беларусь, которая в Беларуси,
Вот, и там все очень неоднородно. И есть уехавшие белорусы, где мы не можем точно сейчас, да, посчитать. Мы знаем, что это огромное количество, это уже сказывается на Беларуси. И меня как бы вот на данный момент триггерят больше вот эти темы. То есть я даже с точки зрения комика скажу так, я очень рад, что очень много белорусов приехало в Польшу. Я могу здесь заниматься стендап-комедией даже там в соседних странах типа Литвы, Чехии, Словакии, Германии и так далее. Но как комик underground, и большинство которых здесь, вопрос встает, а где вы все? Вас очень много уехало, а чего, почему у нас не до конца полный зал? А потом ты приходишь к мысли, что у людей уже очень много бытовых проблем, и они не задаются этим. И я уже перестал этим задаваться, потому что я чувствую, что связь все тоньше с тем, кто в Беларуси. И все меньше понимаешь их, а они все меньше понимают меня, и мы уже разговариваем чуть-чуть на разных... Кстати, это по поводу Маскевича, который предложил новый белорусский язык для тех, кому сложно. И вообще, это так... Ну, как придумать еще один язык для тех, кому сложно? Не, русский той же самый, но по нашему беларускаму прынцыпе. Давайте размаўляць всі на трасянкі. Я размаўляю добра на трасянкі. Яшчэ у свой час Олег Трусаў сказаў: ніхто не гаворыць на чыстай беларускай мове. Лупі на трасянцы, не бойся. Вось. І трасянка гэта тое, што нас асабіста выдзяляе ад усіх там, ад палякаў, украінцаў, ад другіх іншых беларусаў, якія гавораць на чыстай беларускай мове ці не гавораць на рускай мове, которые вообще не говорят. Есть же белорусы, которые вообще не говорят. Кстати, ну, прикольные белорусы. Мы просто нормально, круто молчим. Молчать это тоже надо уметь, кстати. Я вот с приколом, но я вот себя уже к 40 учу иногда промолчать вовремя. Атрымліваецца. Ну, местами, кстати, да. Я уже вот чувствую, что я вдруг... Вот сейчас я как будто взрослею. Слухай, давай мы вернемся. Як мне не хочется с тобой вот на жартаўлівую тэму гэтую свернуть. Я спадзяюся, что мы все ж таки и пожартуем на гэту тэму таксама. Але все ж таки ты закрануў даволі сур'ёзную тэму, як мы адрозніваемся ўжо на дадзены момант ад тых беларусаў, якія засталіся, ну, в сэнсе, якія жывуць у Беларусі. Ад беларускіх беларусаў. Я з гэтай нагоды, ведаеш, узгадываю, мы тут у Варшаве былі на прэзентацыі новага даследавання Вардамацкага, вот, і ён сярод іншага там, а ён апытываў беларусаў у Беларусі і задаў ім пытанне: хто сапраўдны беларус на сёння? І яму там адказалі беларусы з Беларусі: тыя, хто не з'ехаў. Вот. Ну і мы стаім, значит, купачкай пасля этой прэзентацыі беларусаў, пераважна тыя, хто з'ехаў, а з намі беларус з Падляшша, Стана, ну вот арганізатар тутакі. Вот ён слухаў, мы нешта вот про это гаворым, он кажа: так атрымліваецца, сярод нас тут я адзін сапраўдны беларус, потому что я-то нікуды не з'язджаў. Вот. Але вот да тэмы з'ехалі, не з'ехалі. Ведаеш, калі ў свой час на пачатку 22-го года Альгерд Бахарэвіч мне вось тут задаў гэтую тэму, калі вы спытаўся: Альгерд, калі мы вот здолеем вярнуцца, і як мы зможам аб'яднацца, бо мы зараз падзеленыя на тых, хто біў, і тых, каго білі, як мы зможам вось это злучыць, перайсці гэтую прорву, якая нас падзяляе? Ён кажа: это ўсё ерунда. Хто біў, хто не біў, у каго рукі ў крыві, той пойдзе ў турму, у каго рукі не ў крыві, там але таксама адзначыўся, можа быць, у рэпрэсіях якіх пад люстрацыю, кагосьці прабачым, гэта ўсё будзе добра. Самае страшны падзел, які ёсць, на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Это быў 22 год. Што ты, якая розніца? І да гэтага часу, хоць мы тут ужо з большым, так как бы, ну, скажем, не то, что так, уважлівасцю гэтыя словы Альгердам сказаныя ў 22 годзе, зараз да іх ставімся, але ўсё адно у нас ёсць такая: да якая розніца?
з'ехаў, не з'ехаў, мы ўсе аднолькавыя, мы ўсе беларусы, мы ўсе пра адно марым, усе мы хочам там, ну і гэтак далей, маўляў, ну ёсць пэўныя ўжо, канешне, адрозненні, але яны нязначныя, прыйдзе час, мы там хуценька ўсе там аб'яднаемся, звернемся. У тебя, я бачу, іншы погляд на эту тему. Ну, у меня не столько взгляд другой, сколько я к вопросам так подхожу сейчас, стараюсь, по крайней мере, какой-то там, я не знаю, год последний. Если есть проблема, ее надо вначале признать и как бы впустить. Ты так просто из психологии. Ты признаешь проблему. И таким образом ты находишь вектора, как ее дальше решить. То есть пока ты ее не признаешь и будешь противиться, то не начнется работа над этим. Я считаю, что есть. И да, конечно же, неудобно сейчас это произносить в незалежных средствах информации, потому что как будто бы надо всех сплочать. Но мне кажется, надо заговорить об этой проблеме для того, чтобы... Ну, это просто, да, говорят, например, происходят отписки и падают просмотры, потому что признают всех экстремистами. Не только, потому что везде очень тяжелый контент. Прошло 5 лет, война идет сейчас 3-й год, и люди от этого устают. Мы не можем требовать от людей больше, чем они могут. То есть это тоже чересчур. Поэтому, мне кажется, чтобы решать именно проблематику, ее надо признавать. Я внутри себя чувствую отличие. Я вижу это я даже это понимаю просто там по своему Инстаграму. Он меняется, у меня больше подписок происходит местных, потому что, ну, я поднимаю темы, шучу на местные больше, чем на белорусские. Да, у меня есть какие-то знакомые, с которыми я там какие-то тематики, которые в Беларуси, могу разговаривать, но там и сфера интересов другая. У нас здесь, я не знаю, там, выбрали Навродского, и белорусы первый раз были в государстве, где выбрали прям, ну, нового президента, и все такие, вау, сменился, даже там до последнего с Трашковским они там шли вровень, Трашковский даже выкинул, то есть прям мы поучаствовали со стороны, посмотрели, что он вначале опубликовал, что все, я победил, пошел праздновать, а потом подсчитали, хопа, оказывается, Навродский, он был футбольным фанатом в Гданьске, а он здесь с Ньюсом. И вот это вот все, ты во все это окунаешься, и у нас уже как будто, ну, вектор смещается здесь. Я про Польшу говорю. А про что говорить про белорусов там в США? Ну, какая у них проблема? Они, может, из новостей узнали про то, что там картошка за счет ручного планирования пропала, а потом она вернулась, а потом там что-то с луком стало. Как это? Цибули, бульбы нема и так далее. То есть оно... Чем ты дальше находишься, тем меньше тебя трогают эти проблематики. Ну, там, образно, война в Украине не чувствуется так сильно, как здесь, или если сравнивать с Испанией или Португалией. Там вообще, ну, это так далеко, и как будто это и не их война. Ну вот, расстояние решает. И решают те проблемы, с которыми сталкиваются люди, мне кажется. Я могу заблуждаться. А как будет впереди, ну вот это тоже. А вот когда-то будет... Там, я слышал, план Перамога, да, его поставили на паузу. Ну вот, я говорю про... Ну, мы таксама чулі шмат часу про цягнікі перамогі ад Чалага, а потым раз где-то их там на запасные шляхи перевели. И вот еще маленький мой взгляд на... Вот ты говоришь, вы разговаривали про то, что есть белорусы остались, и есть, которые съехали. Я вообще ироничный персонаж на этот счет. Я ж в 21-м году выпускаю сольник, который называется «Я остаюсь», а в 22-м уезжаю. И почему-то все делят на оставшихся белорусов и уехавших. Но есть, мне кажется, самая большая когорта белорусов, которые просто не участвовали вообще ни в чем. Ну, типа... Я думаю, ты скажешь, которые на старте.
Нету никаких на старте белорусов. Ехать, ну. Нет, уже нет. Этот процесс будет происходить. Там молодежь может хотеть ехать обучаться там в Европу или в мир и так далее. И поэтому сейчас принимаются различные там внутренние санкции на то, чтобы не упускать эти будущие кадры. При том что условии, что сейчас там катастрофический рекорд по рождаемости и смертности. Вот. Я про другое, что есть ядро белорусов, которые они не делали никакого выбора. Почему никто про это не говорит? Но... Ну, чему? Социалагічны тэрмін нават ёсць болото. Ну, я не хочу их называть. Для меня болото — это что-то такое плохое. Я сейчас, приближившись к 40, не то чтобы... Я их понимаю, я просто... не хотел бы их болотом называть. Они все равно остаются ядром, и расшевелить их когда-то, ну, у кого-то получится. Попасть в их интерес или попасть в их усталость. И, ну, они есть, они тоже белорусы. Они, ну... Тутейшие. Это заберут в мемы стопудово. Они тоже белорусы. Это, кстати, было бы круто. Они тоже белорусы. Я, короче, адвокат всех угнетенных белорусов. Всех, кто не высказался. Ну вот так вот, да. Сапраўды, вот, дарэчы, нездарма сказаў тутэйшыя. Памятаеш, вот чамусьці раней заўсёды, ну, как бы тутэйшыя падавалася, ну, это нейкае такое слово негатыўнае, да. А я тут пачуў таксама ад аднаго з нашых гасцей, што, можа быть, дзякуючы тутэйшасці беларусы і ўвогуле захаваліся. Именно, у меня такая же мысль, один в один. Я об этом же думал вот на протяжении всего этого времени, как съехал. Я ставился до этого слова достаточно негативно, а потом уже здесь, в эмиграции, я осознал, что вот это вот те белорусы, которые и в самые сложные времена, когда белорусам нечего было есть, ну, слава богу, пить всегда было. Потому что, ну, опять же, картошка, вот это как пустота. Ну, что, краина, реки, озер, ну, что ж. Вот, да, это, во-первых. А из картошки вообще все можно сделать. И поесть, и бухнуть, и потом еще и оказалось, что она сколько, 1 или 2 вольта дает. Ну, это в зависимости от того, сколько выпьешь, да? Вот. Я, кстати, бы вернулся к вопросу, то, что вообще поднимается... вот как не вопрос, а утверждение, что есть сапраўдные белорусы и несапраўдные. Мы как будто те, которые считают себя сапраўдными, делаем себе же хуже. Мы чертим какой-то круг, где выкидываем возможных союзников. Нам как будто лень немножко поработать. Поэтому... И опять же, а кто решает? Ну, я как бы не прихильник вот это там сапраўднае, несапраўднае, але ты по якіх вот как бы мерках зараз гаворыш? Вот опять же, как измерять? Что такое, ну... Тут, смотри, столько много вводных, это настолько объемная тема, что как измерить... настоящий белорус или нет? Вот если белорус всю свою жизнь, то, что вот мы говорим, там, болото, ничего, ни в чем не принимал участие, просто там жил где-то на Полесье, что-то себе делало какое-нибудь, у него пилорама там и так далее, и так далее, и так далее, и все, и вот он разговаривает на русском или на тросянке там. А в конце жизни он какой-то делает глобальный поступок, я не знаю, он там все накопленные деньги передает в фонд поддержки твоей книги на 4-е издание. Ну, как пример, вот просто, да. Он вкладывает, он вдруг в конце своего пути осознает, что он ничего не сделал для вот своей, скажем так, национальности, никак не поучаствовал. И вот в нем в последний момент просыпается совесть, и перед смертью он пишет завещание и говорит: найдите эту идею. Я ее не искал, вот дурак такой, а вы ее найдите. Вот он будет сапраўдным белорусом?
Ну, конечно. Вот. А если, ну, купит у меня все билеты на сольник, я тоже такой, ну вот, давайте почествуем. Ну вот, это всегда вот эта тонкая грань. Опять же, мне кажется, нам всем, особенно здесь, в изгнании, да, если так назовем, так круто звучит, да, в изгнании, мы такие прям, нам побольше бы союзников набирать. Ну, не разделять всех друг на друга, там, сапраўдны, несапраўдны, размаўляешь на беларускай мове, говоришь на трощанке, иди отчуль, ух! Вот, а нам бы побольше каких-то союзов выстраивать. Не, ну, слухай, тут, калі по гэтым, вот, как бы, глядзець, то я лічу, что тыя, хто, ну, умоўныя, кажучы, там, моўныя інспектары, которые там, что ты не можешь говорить правильно на беларускай мове, то не псуй своей трощанкой мову, там, иди у свой вон, русский мир и говори по-русски. Я лічу, что это как-то казаў Астап Бендер, у дзяцінстве з рагаткі трэба было адстрэльваць. Але ёсць іншыя варыянты. Вот это я прыгадаю той же самы 20-й год, марш на раёне, я падыходжу, ну і умоўна кажучы, там вот один чалавек стаіць, я кажу, там, чаму вы вот выйшлі? І ён кажа, я супраць Лукашэнкі, але я за Путіна, за Россию. Я падыходжу до другого, он кажа, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не приставайте ко мне со своим беларускім языком. До третьего падыходжу, он как бы, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, за беларускую Беларусь, там, за национальную и так далее. Вот як? Тут вот, калі мы маем вот такие ідэалагічныя разыходжанні, а не тое, что там вот хтосьці там болото не болото, дамовы ставіўся там абыякова, не абыякова, а калі вось такое, вот як казаць, подел не подел? Вот тут все закольцовывается, и мы возвращаемся к тому, что белорусам, ну, им тяжело всегда выбирать. Им надо научиться выбирать. Я не знаю, кто нас научит выбирать. Слухай, беларусы выбираюць спрадвек, але калі паглядзець на гісторыю, то выбираюць не на карысць Беларусі і беларускага. Як это сказаў гісторык добры, то самое про тое, что у беларусаў ёсць такая магчымасць абіраць сваю ідэнтычнасць. То есть у нас ёсць такая магчымасць абранай ідэнтычнасці. То есть мы не нараджаемся беларусамі. Мы вот живем, нарадзіліся, живем, потом прыходзіць пэўны момант, калі мы выбираем, кім мы будем: рускімі, літоўцамі, палякамі ці беларусамі по астатачным прынцыпе. Ну, с литовцами, конечно, ты это загнул. Ну, троху, да, конечно. Ну, умовно кажучи, добре, там, поляками, русскими. Поляками, русскими и белорусами. Вот такой выбор я всегда чувствую. Я не знаю ни одного белоруса, который бы такой литовцем себя чувствую. Или латышом. Литвином. Не, я в эту тему не полезу. Не. У меня хоть есть какие-то концерты в Вильнюсе, ребята, не тяните меня туда. Добре, ну вот я про то, что... Кстати, я съездил вот сейчас в Вильнюс, выступал. Вот. Так выступил, что Тихановской вернули охрану. То-то я и говорю, совпадение, да? Да, вы думаете, совпадение? Я им сказал, что если я сюда перееду... Да не. Так. Ну вот я про выбор. Про выбор. Да я, знаешь, самое крутое, что я увидел за этот год где-то, иногда можно сказать, я не знаю ответ на этот вопрос, я правда не знаю. Я не знаю, что делать, и с ними не надо ничего делать, с людьми, которые... Ну, типа, для меня лично, в моей позиции, это, конечно, вот сейчас была новость про... сына Уса, который выходил против Лукашенки в 20-м, участвовал во всем, а потом поехал на войну в Украину за Россию. Ну, и он был одним из организаторов антимайдана Беларуси. Вот, да. Поэтому... Ну, есть, и я такой, ну, для меня такой человек с кашей в голове, с кашей, это каша. Ну, типа, как будто и там, и то, и то, и то. Он похватал, и у него вот этот винегрет. Но ему и такие есть люди, белорусы, у которых для них это, ну, нормально.
Я думаю, что, может быть, действительно выход в том, чтобы стать 53-м штатом США. Ну, доллар будет, он объединит всех. Все не будут хотеть в Россию. А доллары, кстати, можно обменивать в Беларуси только если сдаешь тестирование по английскому. Вот. Злоты можешь получить только если польский А2. А2? Ну, добре, что не С1, конечно, да. С4. Слухай, я вярнуся да вось тэмы табой агучанай, як мы тут в эміграцыі паступова адыходзім ад нейкіх такіх вось беларускіх спраў з аднаго боку, бачанне датычнасці там да, можа быць, беларускіх працэсаў, звязаных з Беларусю. То бок нельга казаць, што мы тут неяк там умоўна кажучы будуем свае беларусатаўны, што мы неяк все-таки захоўваем і ідэнтычнасць і мары пра вяртанне агульныя вось гэтымі цягнікамі перамогі, калі мы все тут сядзем на даху першага вагона, там чалы са Шрайбманам абняўшыся там, і мы тут вот две разных мультивселенных, это как DC и Marvel, нельзя их объединять, а если они объединяются, там должен быть это феерычна будет ввогуле там. Да. Вот атрымліваецца, што гэта ўсё ну такія вот мары, насамрэч рэчаіснасць яна больш празаічная, і мы просто як это звычайна беларусы в эміграцыі рабілі, хай зараз з пэўнай затрымкай, але паступова сацыялізуемся, сыходзім у мясцовае грамадства і как бы так и есть. По белорус, который вот сейчас дал отпор этому латышу. Это же, оказывается, там писали, я видел, это сын известного белорусского политика, который эмигрировал в Швейцарию в 90-х. Вот. Ну, понимаешь, да? Ну, ситуацию я памятаю, я просто протяг этой истории не пропустил. Ну там все, вот это, про этого латыша знают премьер, президент. Не, ну это зразумело, да, про это, да. Вот. Подожди, а вопрос какой был? Ну, то бок мы ўжо, ведаеш, як раней-то мы, я вельмі так до 20-го года, я вельмі так абураўся беларускай дыаспоры. Маўляў, мы нешта чу, ну, про Чайнатауны я нават не кажу. Мы нешта чулі там, ну, дакладней, чуем пастаянна про некую украінскую дыаспору. Мы ведаем там про некія іншыя дыаспоры. А беларусы з'язджаюць, постоянно з'язджаюць, это ж вот эміграцыя постоянно была, але з'ехали и зніклі, імгненна пропали. Это же крутое качество белорусов. А пасля 20-го года мы раптоўна сутыкнуліся з тым, что з'язджаюць і застаюцца беларусамі. Тыя, хто з'ехаў, раптам узгадываюць, што яны беларусы, і кажуць, які ж амерыканец, амерыканец, конечно, але беларус, спакуха. А зараз мы прыходзім ізноўку да той стадыі, калі растворяться. Я думаю, ну, я не социолог, но у меня по чувству и по общению там ближний и дальний круг это просто естественные процессы, то есть там у кого дети, они уже очень хорошо говорят по-польски. То есть мы давай брать иммиграцию с 20-го началось, да, уже 5 лет прошло. Дети говорят лучше, чем родители по-польски. Для них польский язык, ну, если мы говорим про Польшу, а если говорим там еще другие страны, то же самое, там Чехия, Германия, они за ними будут тянуться родители с языком и так далее. И я говорю, проблематика бытовых различных отношений просто внутри. Сейчас огромное количество расходов пары и разводов, даже те, кто с детьми, то есть не выдерживают вот этот тиск эмиграции. И у людей все больше и больше внутри проблем. Надо встраиваться в общество, где ты живешь. Ты там учишь язык, идешь на работу, и уже прям у тебя в обиходе. И ты не замечаешь, как у тебя сдвигается вектор все больше и больше. И ты... Плюс еще есть различные другие процессы, которые происходят. Там люди не просто уже там могут не во что-то верить, а они могут разочаровываться. Это естественный процесс. Там
люди разочаровываются в моей комедии, потому что я очень много, допустим, там переборщил с эмиграцией, или у меня стало очень много политот. Вот я в Вильнюсе выступал, там была активистка, она сказала, твой этот концерт очень много, типа, пошлятины. Я говорю, так он так и называется. Он называется «Секс», я вот про это сейчас хочу шутить, хочу отдохнуть. Она говорит, практически не было про политику. Я говорю, не практически, а не было. Это просто естественные процессы. Но вопрос в другом, что я все еще верю, что многие белорусы внутри вот этот стержень титановый, белорус будет оставаться. И белорус будет поправлять. И это даже круто видно сейчас, несмотря на социологические какие-то штуки, когда в соцсети такой, как Threads, кто-то пишет, вот мы здесь находимся, я вижу, как кто-то из русских приехал там в Беларусь, и пишет «Белоруссия», и наши приходят со всех концов, из Филадельфии. То есть, вот что нас объединяет. Исправить невежду. И внутри мы все равно все будем оставаться белорусами, наше поколение. Там, вопрос в другом, как дети в эмиграции вырастут. И я понимаю, что для многих, если этот мир, который здесь, в Европе, есть сейчас на данный момент, он более перспективный, чем тот мир, который сформирован сейчас в нынешней Беларуси. И... давай просто самое объективное. Про поезда сразу же все туда поедут. Вот набрали люди, какие-то карьеры начали строиться. Дети учатся, уже языки знают, и знают перспективу, куда, кто, что примерно будет поступать, чем заниматься. Ты уже прошел какие-то этапы тяжелые, мучительные, там, тот же развод, потеря семьи и так далее. И в какой-то момент, типа, ладно, все, все прощены, все, давайте с чистого листа, все, давайте, возвращайтесь. А ты приезжаешь туда, а там нету, возле Карла Маркса, где у вас была студия, нету больше студии Еврорадио. Ты проходишь мимо, а там какая-то другая штука. Ты идешь по Карла Маркса, и какая-то девчонка говорит, о, наши минские Патрики. Ты такой, что, какие Патрики, о чем вы? Ты идешь дальше, а там какое-то новое здание, а тут деревья снова спилили. Блин, я так привык, что здесь все зеленое. Ты идешь, и ты вдруг понимаешь, что ты здесь, уже никто. Ты такой, эй, привет, я белорусский стендап-комик Дима Нарышкин, я сейчас раздам вам шуток. Они такие, эй, у нас тут свои комики. Ты такой, как? Я же тоже белорус, я же, в эмиграции был. Они такие, давай, доказывай нам снова. Как пример просто, да? И плюс все твое окружение. Кто-то вышел, отсидел, сломлен, не сломлен, по-другому перестроилось мышление или наоборот, там оно стало какое-то... Кто-то остался, не приехал и так далее. И вот и ты уже этот мир, который был, ты его не можешь вернуть. Его нету. Но может быть новый, потому что что? Это пустота. Ее можно заполнить по-новому. И будет, конечно, зависеть, поедет ли Шрайбман и Чалый заполнять эту пустоту туда. Конечно, поеду, куда не денутся. Не факт, что-то я уже чул от одного, это другого, что как бы пытанничка. Так, конечно, у них семьи, у них определенные какие-то там проекты, планирование и так далее и тому подобное. Честно за себя скажу, я очень хочу иметь возможность приезжать на родину, в Беларусь, гастролировать свободно, без гастрольных удостоверений, чтобы меня не проверяли просто выступать, ломать свою эту комедию, получать денежку, ехать и платить ЗУС. Нет, я хочу приезжать, я хочу свободно иметь возможность, сесть на поезд. Вот этот прекрасный поезд, который раньше был ты ночью спишь, что-то пограничник зашел, штампик поставил, глазки открыл, ты в Варшаве. И так... Еще колеса меняют. Ты забыл. Но так как когда меняют, там же вроде ты остаешься в поезде. Приезжать, увидеть близких, знакомых, прогуляться, увидеть, что это
другой мир, но ты имеешь к нему какое-то отношение. Хочется, свободно. Хочется с этими же людьми поговорить, даже у которых, типа, дайте нам Путина. Хочется просто сесть и, ну, типа, ну, давай поговорим с тобой, что ты там со своим-то Путиным, что ты не едешь к своему Путину, вот. Хочется просто окунуться в это все, и я не знаю, что я получу, какой опыт. Может быть. Я такой, класс, вот это мне и надо было, и возвращаюсь. Но я, знаешь, все время к какой мысли прихожу вообще, самой глобальной. Я начинаю понимать все вот эти художественные и нехудожественные творения, и вообще, в принципе, вот этот образ белорусского мужика, который живет один на хуторе. Он там что-то бабульку потерял, может, и с бабулькой со своей. Он живет на этом вот хуторе, даже не в деревне, а именно на хуторе. Он, знаешь, он как будто столько прожил вот этого трындеца, который вот был, что он в какой-то момент такой, я просто буду на этом хуторе сидеть. И я иногда думаю, что я бы хотел себе домик где-нибудь возле Березино, вот где Березина и вот город Березино, вот недалеко от Березино, чтобы город был, чтобы какие-то магазины, потому что, ну, в Беларуси глубинка, к сожалению, не развита, вот, чтобы были вот жабки, почтоматы, вот это вот все, чтобы из Польши к нам пришло, получился какой-то такой симбиоз. И сидеть на этом хуторе, разводить живелу, и кайфовать, и копаться в земле. Я иногда, вот сейчас, к 40, ловлюсь на мысли, что копаться в земле – это такая классная штука. Вообще, я вот прям в этот момент чувствую своего умершего белорусского деда, я прям начинаю его понимать. И вот хочется, да, в белорусской именно земле копаться там что-то, ругаться матом, когда эти с бараной идешь за лошадкой, и камни попадаются. Я помню, как он ругался, ему не нравилось, что тупится барана. Вот. И ходить, бульбочку сеять, что-то себе жить и кайфовать. Такой, мне весь гэты свет уже цалком зразумелый. Да? Я начинаю за счет этого, вот когда я дохожу до этой мысли, я начинаю понимать людей, которые, ну, я их не оправдываю, и я бы так не поступил, но я их начал понимать, которые не вышли, у которых семьи, которые, ну, говорили, ну, типа, мне страшно, мне за детей и жену отвечать. Я их прекрасно понимаю. И особенно понимаю вот этих взрослых мужиков, которые вообще там что-то, что у вас там было? Я просто понимать стал. Но от своих идеалов я не отказываюсь. Атрымліваецца, што тое, пра што я як пытанне заўсёды задаваў сваім гасцям, а ты сам прагаварыў. Да. То бок, умоўна кажучы, калі, ну вот, выходзіць азаронак, там, мы вас всех простили. Не, Гриша не сможет. Гриша так глубоко ушел в этот образ. Ну, я образно, конечно. Тур сможет. Ну, Тура еще есть интеллектуальные такие, типа, задатки, менее агрессивные. Я бы на него ставил. Что добра, ён, не ён, вогуле, муры рухнули, цягнікі на парах, і мы такія все такія, давай бежим, вось праз мяжу адкрытая, мы такія, знаешь, мы с тобой наперадзе перад цягнікамі, на якіх там чалы шашрайманам. Не, это опасно, мы с тобой не поедем на первых цягніках, это стопудово. Не, ну уяві сабе прыгожую картинку, як два Прометея, такія, раз, поглядзіце, якую мы вам, беларусы, нацыянальную ідэю тут сфармулявалі, офигеть просто. Первый поезд будет не туда. Первый поезд будет сюда, и он будет набит сигаретами. Понимаешь? Даже здесь. Вот, кстати, даже здесь белорусы смогут сразу же заработать. Ну то есть, и тут разгрузят, и нас загрузят, и мы тогда туда. Поездка отобьется. Ну вот уяви себе, и вот мы такие там с национальной идеей, белорусы, там следом за нами, там, я не ведаю, там, Лябедька со сваім проектом Конституции, я тут вам сфармуляваў Конституцию, Лявон Вольскі с чарговым новым альбомом «Иммигранты», там яшчэ кто-нибудь, вот ты там рассказываешь, а я еще кроме национальной идеи и новую программу стендап тут подрыхтовал, а белорусы такие там стоять с того боку, покуривать такие, знаете что, где вы там формулявали,
писали, что-то там рабілі, Да. валіце туды, што хочаце там со сваімі ідэямі, со сваімі канстытуцыямі, со сваімі праграмамі і альбомамі, што хочаце туды рабіць. У нас тут свайго. Во. Очень большая вероятность. Очень большая вероятность, что так может быть. Но пока мы не окажемся в точке, которую ты описал, мы не узнаем. Это как же это из головы вылетело, где в коробке код закрыт. Это... Код Шрёдингера? Да, код. Так вот мы Беларусь Шрёдингера. Вот реально. Столько вариантов всего, как может развиваться. Ну, кто знает. Не знаю. Хотелось бы, да? Хотелось бы, чтобы даже при моей жизни это случилось. Вот. Но с каждым днем в эмиграции надежд все меньше, а проблем житейских все больше. Также и у людей там, в Беларуси. Все меньше каких-то надежд, все больше каких-то желаний простых, мирских. Ну, там, заработать денежку, квартиру в Минск-мире, которая трещинами идет. Вот. 6 соток своих засадить, чтобы на следующий год не надо было стоять в Евроопте вот за такой картошечкой. И так далее и тому подобное. И, ну, типа, как будет, мы не знаем. Но то, что ты описал, есть очень большая вероятность. И ничего страшного. Приедем, скажут, идите отсюда. А мы скажем, вот у нас просроченные паспорта Беларуси. Они скажут, идите, меняйте и уезжайте отсюда. С одной стороны. Но с другой, тебя же насильно не будут выгонять. Захочешь, будешь что-то делать, впишешься. Возвращаясь к твоему тезису, что когда-то и евреи, и белорусы, и поляки, и украинцы, все вот, мешанина было в той же Вильне, да, в которой... Ладно. Так вот, все нормально взаимодействовали. Вот и так же, я думаю, может быть. Ну, а как будет, посмотрим. Слухай, а як ты лічыш, все ж таки, ну вот пакуль мы яшчэ на этой вот беларускай хвалі нешта робім там по-беларускі для беларусаў, там для дыаспары, ну с марамі про тое, что это для ўсіх беларусаў, для ўсёй Беларусі, нейкія напрацоўкі, гісторыкі у дыаспары пишут нейкія гістарычныя працы, даследаванне, расследаванне, там музыкі, карціны, все астатняе, все что заўгодна. І мы там думаем, ну зараз жа ж іншыя часы, іншая у нас і колькасць беларусаў, і ўзровень працы. Нас не напаткае, маўляў, лёс наших продкаў. Таму што я калі быў у Канадзе, я са здзіўленнем даведаўся пра тое, колькі насамрэч беларусы там нарабілі са спадзевам, што гэта спатрэбіцца ўсёй Беларусі, ўсім беларусам нейкіх таксама такіх вось прац і культурніцкіх, і навуковых, і ўсяго астатняга. Там, дарэчы, да гэтага часу ёсць беларускі інстытут. Я пры тым, што у беларускай как бы тэматыцы даўно, са здзіўленнем некалькі гадоў толькі таму даведаўся, што ў Лондоне, оказывается, скарынаўская бібліятэка, у якой да халерышчы всякіх матэрыялаў, і калі Казіміроўская поехала туды і занурылася, у яе вочы вот такімі прыехала з такімі вачамі, колькі там усяго матэрыялаў зроблена. Але мы-то пра гэта не ведалі, жывучы ў Беларусі. Ці не напаткае нас і нашу працу, тое, што мы робім, такі ж самый лёс? Я бы отталкивался от момента, в котором мы сейчас находимся, от той точки, где мы сейчас, и это момент, когда все вообще зависит от алгоритмов. Вот. Мы все алгоритмы у нас зависимые теперь. Уже есть исследование, что все внимание — это 2-3 секунды за счет всех этих тиктоков, рилсов и так далее, что мало очень читаем, мало потребляем. И как будто все это вымирает очень сильно. Для того, чтобы это стало известно, надо пробиваться сквозь алгоритмы. Как, я не знаю. Вот даже если взять то, что закрылся этот крупный американский, скажем так, фонд, за счет которого держались многие проекты, и сейчас все сложнее, я не знаю, честно. Ну, то есть ты сейчас мне говоришь, что в Лондоне есть библиотека с Кариной, я сижу, и у меня,
для эфира очень сильное удивление. Я такой, ого, я не знал. Сколько нас сегодня посмотрит? Там, пару тысяч человек, они узнают, кто-то досмотрит вот до этого момента, допустим, там 500. Как они воспользуются этим? Будут ли они гуглить, находить? Будут ли это люди, которые живут? Или запланируют ли люди, которые будут путешествовать в Британию, заехать в Лондон и найти эту библиотеку? Я надеюсь. Но я не знаю. Я не знаю, как популяризировать. Да, у нас очень много крутых художников, где я подразумеваю слово художник как в широком понятии. Творцев, да. Да, вот, творцы. И, к сожалению, все разбивается об алгоритмы. С одной стороны. С другой стороны, выстреливает. Я бы... есть, которые выстреливают. Есть, которые делают коллабы сейчас и там... Что бы я делал? Я бы делал ставку на... Вообще, есть такой тезис у меня давно в голове, что если уже там что-то пытаться делать, то надо... Наше поколение постсовковое, мы, постсовок, нас точно надо как будто распустить и просто сделать такими менторами, отдать бразды правления молодежи. Вот этим зумерам, которых мы сейчас так не любим и считаем их глупыми идиотами, с одной стороны, да, но они все еще будущее, как ни крути. Они в любом случае будущее. Это мы уже набрались опыта и идем ближе к концу своего дня. А они будущее. И им как будто надо помочь. Может, они не совершат всех тех наших ошибок. Поэтому... больше как-то акцентироваться на молодежи, больше встраиваться к ним, больше пытаться их понять, больше с ними что-то делать. Не вот это высокомерное, я тут, нифига себе художник. Многие поймут, что я имею в виду за образ. Вот эти крутые, всеводобившиеся творцы, которые там к ним на кривой козе не подкати, вот это вот все. Есть, конечно, крутые ребята, которые очень простые, он там на улице подойдет, заговорит с тобой, и ты с ним еще и коллабу сделаешь. Есть разные. Вот. Но как будто ставочку на молодежь сделать, которая хочет развивать беларускасць. Так, паціху падыходзячы да завяршэння нашай праграмы. Дарэчы, вот я ўсё сядзеў і разважаў, фактычна ледзь не другі Абдзіраловіч да нас тут зараз у студыю завітаў. Адзін расказваў пра ліючыеся формы беларускай ідэнтычнасці, другі расказваў пра пустыя формы беларускай ідэнтычнасці сумясціць. Вот табе ліючыеся формы, што, куды? У пустыя формы льючаеся напаўненне ад Абдзіраловіча. Але скажи мне, калі ласка, можа быць, сам таго не жадаючы, ты некалі там у нейкі свой жарт, нейкую сваю там гумарэску, нейкую сваю прамову, вот зараз асэнсоўваючы, заклаў беларускую нацыянальную ідэю. Вот яна, паслухаеш, ведаеш, я аднойчы узгаданы Лявон Вольскі, калі его спытаўся, ці ёсць у тваёй песні зашыфраваная нацыянальная ідэя, адказаць не змог. А Таня Заміроўская сказала: «Дык это ж вот песня Лявона у нашым мястэчку восень, і прыхадні розныя лазяць па хатах, тыцкаюць пальцамі ў сала і наводзяць свае парадкі. Вот табе сучасная нацыянальная ідэя. Але у цябе вот зараз сходу што-нибудь прыгадаеш і скажаш: дык вот же ж, у мяне вот тут вот». А я что-то, знаешь, в голове перебираю. Одна очень просто грустная, но мне нравится этот тезис. И в целом, ты сейчас, когда задал мне это питание, я вдруг осознал, и у меня сейчас произошло открытие внутреннее. На данный момент я считаю один из... У меня 5 сольников, но самый лучший он первый. Он был максимально искренний и максимально очень наполненный. И он называется «Я остаюсь».
И вот это злая, ироничная штука, которая со мной случилась. Я назвал, сольник «Я остаюсь», и мне надо было свалить, я не остался. И сейчас, когда ты мне задавал вопрос, я вдруг понял, что ирония еще глубже. Что когда я сделал этот сольник и назвал «Я остаюсь», моя душа там и осталась. Я вот не мог до сих пор на сегодня ответить этот вопрос себе внутри, что со мной происходит, почему у меня... Вот я-то уехал физически, но остался я там, прям в Беларуси. Вот мой любимый Минск, вот мои улицы, вот улица там Красноармейская, Пулихова, парк Горького, и вот это вот все мое, оно там осталось. Это если грустненько. Если чуть повеселей, мне нравится идея, что белорусы — это новые евреи Европы. То вот не немцы, уже евреи. Да, мы евреи Европы. Меня очень веселит, я это разгонял. Вот. Поэтому пусть будет так. Главное, как мы тут не знайшли себе свою Палестину, да? Тут... Так, сейчас ляпнет и... Я ничего не буду говорить про Подляшье. Вообще не... Увогуле. Слухай, на завяршэнне такі каротенькі бліц. Калі мы кажам все ж таки про, я не ведаю, як хочаш, там новая Беларусь, Беларусь нашай мары, там ці вот наша Беларусь, любы вобраз, что табе бліжэй, але вот тое, што яно вось, як это у тым мемчыку, дзе Беларусь? Тут. Все ж таки Беларусь, якую ты хацеў бы, у якой хацеў бы жыць, і палітычны рэжым у ёй, гэта які? Гэта што? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, Вялікае княства літоўскае, Жэч Паспаліта польская. Двух народаў? Не, от мора до мора. Уже побольше надо народу собрать, но чтобы вообще, представляешь себе, что сейчас, если бы образовалась такая, вот, от Черного моря до Балтийского, Польша, Беларусь, Литва, Латвия, Эстонию пригласим, Чехия, Словакия и, конечно же, Украина. Там можно, конечно, с венграми поговорить, но там как-то все сложно. Вот. Молдавия, думаю, точно захочет республика присоединиться. И, это что-то нереальное, такое крутое, если еще... Хотя, с другой стороны, я такой хотел сказать, если еще и круто наладить сообщения поездами, а потом вспоминаю, что до сих пор с Вильнюсом надо выходить на улицу. Ладно, помечтали, хватит. Должен быть у нас Сейм, то есть это парламентская республика, но нам очень долго учиться и идти к этому. Мы, как показывает практика, очень многие этапы пропустили, и, мы в процессе обучения и узнавания вообще всего, что может быть. Вот. Чаму белорусы такие смурные? Исторически так склалось исторично. Так склалось исторично? Да, я все еще адепт того, что я начал пытаться понять, почему у нас в художествах вообще везде, в песнях, в стихах, в картинах, в произведениях, в литературе мы везде страдаем, так это просто исторически так сложилось. Мы географически стоим так, что если не вот здесь нам приходят, начинают голову дурить, то начинают отсюда заходить в голову. А мы просто такие, типа, вы серьезно? Это все вот, мы в центре все. Я никогда не думал, что настолько болезненно, когда на уроке географии говорила географица, Беларусь — это центр Европы. Болезненный центр Европы. А табе не падаецца, што вось тое, што все і ў культуры, і ў літаратуры, там і ў песнях народных, все пастаянныя нейкія пакуты, слёзы, боль, там кроў і ўсё астатняе, і вот менавіта з-за гэтага беларусам і не хочацца быць. Да что это такое? Постоянно некие там пакуты, некие лапти, некие там смурные дождь ідзе, а ты вот свою крыўду некуды на плячах, пражвякі прастагоддзі, прэш і прэш. Там побач табе раз, там чуб на бок, там шаблю нагала, пайшоў, там ворага мачыць, а ты ўсё со сваёй крыўдай. Думаешь, да нахрен не надо такі лёс? Отвечу классиками. Такі шлях, такі лёс. Ага.
как у самураю, да? Да. Ну, поэтому я и пришел к мысли, что белорусская идея в отсутствии идеи. И вот ее отсутствие и вот эти покуты — это столетиями. Вряд ли получится что-то придумать пока так. У гэтай вось нашай Беларусі, на твой погляд, дзяржаўная мова в одной комнате. Ну, якая і колькі? Так, ну да, давайте, отличный вопрос, чтобы меня змагарские расстреляли. Ну чаму? Слухай, ну у нас была БНР с 4 дзяржаўнымі мовамі. Так, ну, мне бы хотелось... Мы не можем взять и вычеркнуть просто за один день русский язык. Вот. Точно надо вводить в всех государственных учреждениях обовязково белорусскую мову. Это абсолютно нормально. Вот. Ну, то есть работаешь за деньги белорусов, если ты работаешь, ну, на государственной работе, ты получаешь деньги из кошелька белорусов. Вот. Должен знать белорусскую мову. Все. Ну, и внутри документация плавно переводится полностью на белорусскую. Я за постепенную белорусизацию. Я не адепт вот этих резких телодвижений, с одной стороны. С другой стороны, практика показала, если что-то прям сделать резко и болезненно, вначале не нравится, но привыкают быстро. Это, кстати, больше всего понял Лукашенко и как бы использует этот метод достаточно хорошо. Силовой сценар вызволения Беларуси для тебя это... Я стендап-комик, я не могу ответить на этот вопрос. Это вообще такое, типа, вот люди, которые умеют хорошо держать оружие и пользуются, и надо у них спрашивать. А я здесь просто балабол, который сейчас скажет: да, давайте, дайте нам 500 джипов, мы сейчас зайдем и так далее, и тому подобное. Так, а это же тоже белорусы, а с кем мы? Не, оставьте, давайте я про белорусскую идею буду шутить, а про силовые, не силовые у меня нет ответа. Добра, раз то кто уже сам напросіўся, то калі ласка, пожартуй про беларускую нацыянальную ідэю. Что ж, такого у меня не готовило. Ага, жыццё мяне да гэтага не падрыхтавала. Ну так главная шутка, что белорусская национальная идея, она ж у каждого белоруса. Своя, причем. Своя, да. Вот а раздавать нема. Не. Даже в семье у одного своя, у женщины своя, у детей своя, и у собаки тоже своя. Ну, это парафразуючы, троху мяняючы под сучас і тэму размовы, когда там, скажем, сусед приходит и говорит там, типа там: Петро, подзяліся нацыянальнай ідэі. Нема, ты кого же ж под лавой ляжыць? А то для сябе, нема раздавать. Ну вот. Почему нет? И этих людей я тоже пойму. Ну, типа... Добра. Таким чынам, апошняя кропка. Нацыянальная ідэя от Змітра Нарышкіна. Гучыць як? Она звучит как отсутствие самой идеи, потому что это пустота, которую каждый белорус наполняет так, как ему чувствуется, как ему живется. Добра. А Змітр Нарышкін чым напаўняе свою пустоту своей национальной идеи? Хороший вопрос. На данном этапе пустота есть пустотой, ничем не наполнена, и все еще в поисках, чем ее наполнить. Дзякуй вялікі. Вось такі цікавы тэзіс, цікавы вобраз і ўвогуле цікавая размова. Беларуская нацыянальная ідэя як пустэча, які кожны з нас напаўняе сам. У мяне ёсць у прынцыпе тое, з чаго ты можаш паспрабаваць трошачку напоўніць пустоту сваёй нацыянальнай ідэі. Гэта з удзячнасцю за ўдзел у нашай размове, у нашай праграме ад Еўрарады, праграма IDX і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Стендап-комік Дзіма Нарышкін, Зміцер Нарышкін. Ввогуле, чалавек, канцэрты якога раю не прапускаць. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.